какая большая ошибка, когда говорят, вот есть Ногайская Орда, и все. Как будто вот до этого у нас не было, и после этого у нас нету. Вот мы какие-то вот непонятные осколки, как некоторые пытаются Чем сказать. больше ты рассказываешь, тем больше у меня в голове вопросов. Хорошо. Но, мне кажется, не так много мы, наверное, имеем время, поэтому если... Как я хотел спросить. Ты несколько раз упомянул про крымских татар. Так. И что они наши братские народы. Тут Ну, можно немножко побольше... Ну, опять-таки, такой спойлер. Обращаемся к подкасту нашего товарища Алима Махсутова. Там он с одним известным крымско-татарским блогером этот вопрос хорошо раскрывает. Ну, крымские татары состоят из 3 субэтносов. Да, один из этих... Да, Ялыбойлю, Таты, да, ну, условно, там на самом деле чуть больше. И Нугай. Степные крымские татары их называют. Когда говорят степные крымские татары, когда мы слышим обычно, особенно я в детстве слышу крымские татары, это вообще никак не отзывалось у меня. Когда я узнал, что Нугай, у меня лампочка включился сразу. Я когда по-ногайски разговаривал возле одного крымского татара, он сказал, что он полностью, слово в слово понял, что я говорю. Ну, на Кубани есть верхние мансурские, нижние мансурские аулы. На Кубани есть род Байдаровых. На Кубани правили сираскиры из рода Гиреев. Да, Азамат Гирей, тот самый, вот, Лейб-гвардии, Горский эскадрон. Там, то есть тесная связь с Крымом. Еще раньше в Чежире, да, вот этих родословных, откуда Нугаи вышли? С Крыма вышли. То есть, вот. Это там правление Нугая было, собственно говоря. Есть рода, которые пришли прям непосредственно с Крыма, да? Да, до сих пор среди кубанских нугаев там ногайский князь Салиби Сирин. Сирин — это Ширин, один из вот этих родов, да. Рода вот эти Аргын, Барын, Кыпчак, да, про который мы говорили. Мансурский — это один из, вот пример приведу, один из родов Карагаш нугаев называется Сыжут. А в Крыму были мурзы сыжутские. Обычаи, вот это кол убил, да, целуешь руку, в колбу подносишь. Ношение у нас тоже есть. Вот. Мы джокаем так же, как крымские нугаи джокают. К нам вот в гости приезжал Айдар Оджа Булатов, кандидат философских наук, да, крымский татарин, нугай. Вот. Доктор философских наук, спасибо. В общем, суть сводится к чему? То, что вот он, когда приехал, он говорит, я рассчитывал здесь увидеть казанских татар, мишар. Вот, а они от себя отделяют. Увидев нас, наши хойсык, Ялпакбет и так далее, он прям сразу восхитился, ему хорошо стало. Когда увидел то, что мы тамги сохраняем, да, у них же тоже на вот этих кладбищах старинных тамги сохранились, каждого рода тамга. Когда услышал наши песни, у нас общие, да, вот Шорабатыр, Толы Крым Коп Нугай. Вот. Шорабатыр где действует? Из Крыма, да, то есть с Крымом связан. Адиль-Гирей где был? Да? Адиль-Султан, самый знаменитый, один из эпосов. Адиль-Гирей, крымский хан. То есть фактически, вот как вот братья карачаевцы и балкарцы говорят, Карачай, Малхар, Алан халка. Мы должны говорить так же. Нугай, Крым, татар халка. Так же, как и черкесы, кабардинцы. Да. Название, 2 разных названия. А фактически, если мы говорим о степных крымских татарах, генетику когда исследовали, это один генетический коллектив. То есть, получается, когда говорят, что ногайцы — это те же самые крымские татары, либо крымские татары — это те же ногайцы? Ну, здесь вот нужно тоже небольшую ремарку сделать. Там же есть еще 2 группы, да, это южнобережные и вот горские. Они с нами напрямую не связаны. Да, потому что я слышал речь некоторых из них, это больше турецкая такая речь, азербайджанская. Да. Ну там потому что... Русские тюрки такие. Да, на южном вот этом, на побережье, вот, собственно говоря, Черного моря, да, там сильное турецкое влияние было, непосредственное подчинение, да, султанам. Ну, само Крымское ханство, оно входило, да, в Османскую империю, как второе такое, да, это очень мощное такое образование. Мало того, если кто-то бы умер из султанов, не оставив наследника, крымские ханы имели право стать султанами всей Османской империи. То есть это как бы Быри-хан, Быри-би называется. Один хан, другой би. И вот если мы говорим даже о татах, Ялыбойлю, они говорят, вот мы уже давно все смешались. Так вот, как раз ногайская кровь попала к ним. То есть это не говорит о том, что они как-то отдалились от нас, они еще ближе нам стали. Вот. Но ошибка, вот сразу последняя ремарка, ошибка наших нугаев, очень многих, когда они приходят к крымским татарам, нугаям, и говорят, что вы не крымские татары. Вы нугаи, пишитесь нугаями, у вас неправильный язык, берите литературно-ногайский язык и так далее. Это большая ошибка. Потому что они не откуда-то пришли.
как многие говорят, они связаны с Крымским ханством. Они связаны с вот этой, да, с вот этой реальной культурой. У них свой специфический диалект, который отличается от литературного, как и у нас в Астрахани, в общем. И вот это все, да, прийти с чужим самоваром в Тулу, да, или со своим уставом в чужой монастырь, очень большая ошибка.